где проходил первый республиканский пленэр. Почему Спас называется Медовым и когда начинается Успенский пост? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». По благословению епископа Салаватского и Кумертаусского Николая на территории Покровско-Янатского мужского монастыря села Дедово Федоровского района отделом культуры Салаватской епархии был организован первый республиканский пленэр. В первый день заезда участников пленэра был совершен молебен на начало доброго дела. Я хотел бы пожелать участникам первого открытого пленэра Башкортостанской митрополии. Это в первую очередь вдохновение, творческих успехов. Врата обители для вас уже открыты. И врата каждого храма, в том числе и собора, для вашего творчества. И также для вас открыт каждый монах из братьев обители. Я уже вижу перед своими глазами, может быть, кто-то и напишет, и повторит ту картину нашего земляка и соотечественника Нестерова Михаила Васильевича, явление преподобного Сергия Радонежского отрока Варфоломея. Потому что мы горды, что в нашей обители есть схимонах, который достиг высшей ступени и степени монашества. Не в каждой обители такие люди пребывают. Я думаю, вы найдете, дорогие участники пленэра, также того отрока, который будет подобен отроку Варфоломея. Я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы стали участниками такого первого мероприятия и выразить надежду, что оно будет не просто первым, оно будет постоянным, традиционным и, наверное, в своем статусе еще вырастет, потому что, может быть, это будет всероссийский пленэр, о котором мы уже вот сейчас несколько слов обговорили с нашими художниками. Поэтому в добрый час и мы будем ждать красивых, замечательных работ. Во всем есть божественное начало. Вот талантливые художники, которые приехали на этот пленэр, я думаю, они это почувствуют. И это будет толчком для творчества. Хочется всем пожелать удачи. А Салаватской и Кумертауской епархии и вообще епархии Башкортостана, конечно, выразить огромную благодарность за такую возможность прикоснуться действительно к святому и творить на этой благодатной земле. В течение 10 дней художникам была предоставлена возможность познакомиться с жизнью монастыря и написать картины храмов, которые находятся на его территории. Место очень красивое, намоленное. Мне, человеку другой религии, очень интересно было окунуться в эту атмосферу, узнать обычаи, традиции, именно вот пребывания в монастыре. Очень красивый храм, место такое вот волшебное, здесь работается вдохновенно. Владыка нас благословил, то есть прям специально для нас была служба, открытие красивое, приезжала замминистра культуры. Сам владыка лично вел службу и благословил нас. И вот с его легкой руки вот все началось и очень нравится. Вера, она в любом случае должна быть. То есть, если нет веры, то, мне кажется, ничего не может получиться. Даже художник, он, прежде чем начать работу, он создает образ в голове, он верит, что это у него получится. Если он верит, то тогда и получится.
Погода радовала участников пленэра. Яркое солнце и аккуратно высаженные клумбы с разнообразными цветами настраивали на творческий лад. Все замечательно в монастыре. Я не первый раз как бы работаю, но именно в этом первый раз. Вот. Я была еще в Псково-Печерской лавре, мы тоже там работали. Здесь очень спокойно, здесь очень спокойные люди, монахи к нам очень доброжелательны. Вот. Нам разрешили посещать и службы, можно на службах писать, и портреты разрешили рисовать всех. То есть чувствуйте себя как дома, нам сказали. Ну, в принципе, так и есть. А здесь еще есть, например, такой интересный схимник. Он даже подходит, может лечить. И кому-то помогает. Благословение помогает батюшке, которые дают. Службы посещаешь. Ну, такое спокойствие, умиротворение возникает. Соответственно, работать очень легко. Просыпаешься утром даже. И такое ощущение, что сама природа даже помогает иногда. То есть вот вчера был очень сильный ливень, да, он был почти всю ночь. А утром мы встали, уже все сухо, солнышко, очень красивые пейзажи. Такое ощущение, что сам Бог как бы помогает. И облака встают там, где надо, да, для композиции и так далее. В душе всегда должно быть чисто, чтобы были светлые работы. Ну, это, во-первых, как бы для меня так. Но, во-вторых, например, находясь в монастыре, я как бы вспоминаю даже с какой-то стороны свое детство, потому что в детстве параллельно с обычной школой я посещала воскресную школу. У нас были специализированные лагеря, как бы, именно в воскресной школе. И поэтому, например, детишки, которые здесь сейчас находятся, да, ну, такое ощущение, как бы детство возникает из-за этого. Вот. Мне здесь очень хорошо. Храм в русской культуре занимает особое место. Это не просто религиозный символ, это место философского единения человека с окружающим миром. Это центр его духовной жизни. Эту работу я с удовольствием делаю, еще она не закончена. Вот, встав сегодня пораньше, 4, чтобы поймать состояние неба на восходе. Вот. А теперь уточняю детали архитектуры. Храм очень красивый. И сама обстановка эта монастырская удивительная. Тут проходящие персонажи. Столько впечатлений нахлынуло, когда мы сюда приехали. Мы все здесь в первый раз, все художники. Конечно, это удивительно, что среди поля вдруг такой оазис, духовность. Но я думаю, что эта поездка изменит мой характер так вот, в лучшую сторону. Буду более уравновешенным, спокойным, не таким нервным. И хотелось бы побывать здесь еще раз. Разнообразная техника исполнения работ удивляет. Кажется, пишется один и тот же храм, но как не одинаково он смотрится на полотнах художников. Прекрасное расположение храмов Покровского монастыря обеспечило художникам новые интересные ракурсы. На полотнах картин создаются удивительные интерпретации архитектуры храмов. Я приехала из Республики Татарстан, из города Набережные Челны, на православный пленэр, который находится в Дедовском мужском монастыре. Для меня это первый раз такая практика, хотя я была в Кировской области, в городе Яранске. Там тоже был пленэр по святым местам. Но там совершенно по-другому все происходило. Мы просто ездили, нас возили по различным деревням, по заброшенным храмам, то есть как бы ради возрождения. А здесь мы приехали уже в возрожденный храм, где просто дворец. Дворец, рай, как угодно можно сказать. Поют птицы, великолепная архитектура. Очень хорошие отношения, все вдохновляет. Хочется писать, хочется работать. Когда приехали, мы ходили на службы, мы прониклись
вот этой атмосферы, мы узнали историю храма, узнали людей, которые здесь работают, и ради чего они работают. Увидели люди, которые сюда приезжают, это люди тянутся же к духовному, к чему-то. Говорят, что в душе русского человека только два явления вызывают трепет – колокольный звон и живописный вид церкви. Эта земля, она очень красивая, намоленная, очень красивая здесь архитектура. Художники, конечно, вдохновились красотами этой федоровской земли. Особый дух творчества вдохновил наших участников на создание шедевров. Замечательный сюжет живописи для души человека, картины церквей, золотые маковки куполов, четко выделяющиеся на фоне синевы неба. Эти картины вызывают трепетные чувства, всплеск эмоций и размышления о высоком. Спокойствие, умиротворение. Ну и стараемся передать это в работах своих, показать. Работаем, пишем этюды. Это рабочий материал наш, чтобы потом в мастерской превращать это в картины. Я думаю, получатся картины большие, и у каждого художника будут свои. В святых местах работается хорошо, конечно. Тем более владыка нас благословил, и после этого работа пошла. Бог помогает, как говорится, в помощь, и работа идет. Сегодня здесь находятся художники Башкортостана, которые, значит, вот, находят, ищут место, каждый свои, значит, точки, и пишут картины. Ну, мы рады, что они приехали, потому что они, каждый жертвует картины. Монастырю, и у нас будет своя художественная небольшая галерея. Вот как раз по их работам. Идейным вдохновителем пленэра стала художница Серафима Юдина. После поездки на международный пленэро-выставочный проект «Русская Атлантида» она решила организовать такое творческое мероприятие и у нас в республике. Я в прошлом году ездила на пленэр в Тверскую область, Старицу, город Старица. Там художники писали на территории монастыря. Я подумала, а почему бы у нас в Башкирии не сделать такое, почему не попробовать сотрудничество церкви с художниками? И я пошла, обратилась к епископу Николаю с предложением. Он дал добро, идея понравилась. И так вот собрались, и художников, союз художников пригласили. И вот приехали, пишем. Здесь очень красивое место, красивый монастырь, скит. Есть что пописать художникам. И это все-таки духовная тоже польза, большая, огромная польза и творчества, и духовная. Этот пленэр принес не только новые работы художников, но и доставил много радости участникам и организаторам и подарил особую атмосферу.
Красивейший вид, яркие солнечные дни, хорошая компания и отличная организация процесса дала свои плоды. Художники написали не один десяток картин. Некоторые из них остались на память Покровскому монастырю. Около храма стоят люди, которые просят милостыню. Нужно ли всем подряд давать милостыню? В Евангелии сказано однозначно: «Просящему тебя дай». И человек действительно должен проявлять и доброту, и добро по отношению к ближнему. Но ни в коем случае нельзя проявлять доброту ко злу. И злу должен быть поставлен предел. Поэтому по отношению к человеку, если мы понимаем, то есть вообще с человеком, то, что связано с каждым человеком без исключения на земле, все это абсолютно лично и персоналистично. И в каждом случае может быть только личное решение от каждого из нас исходящего. И поэтому в каком-то случае действительно нужно дать, в каком-то случае не нужно давать. И в этом христианин должен руководствоваться только своей совестью. И если моя совесть, мое сердце говорит: я не хочу ему давать, я ему не верю, вы совершенно спокойно можете не делать этого. Если вы чувствуете, что жадность является причиной того, что вы не хотите дать, здесь нужно пересилить себя и нужно сделать то, что вы хотели сделать. То есть это все как раз вот это является вот таким вот личной работой человека над самим собой. Перед окончанием церковного года православная церковь отмечает 3 праздника, 3 Спаса. Считается, что название этим праздникам дано в честь Иисуса Христа Спасителя. И первый из этих праздников 14 августа, и праздник называется «Происхождение или изнесение честных животворящих древ креста Господня». Название несколько сложное, но для простоты понимания можно сказать так. В Древней Византии к этому времени наступала сильная жара, и распространялись болезни, эпидемии, и было решено, чтобы умилостивить Бога, обратиться к Нему с особой молитвой, проходить крестными ходами. Брали частицу животворящего креста Господня, который хранился там же, и с ним совершали крестные ходы вокруг города. И спрашивая Бога милости, с покаянным чувством прося о исцелении и о прекращении болезней. Позже эта традиция совершения крестных ходов, особого праздника, переходит и к нам на Русь. И, наверное, точнее было бы перевести название этого праздника – «Предношение», то есть крест, который носится впереди крестного хода. Традиция приходит к нам, и в этот день мы также обращаемся к Богу с просьбой о даровании нам благополучия, здоровья, об охранении наших домов, наших городов и весей от болезней и от всяких прочих напастей. В православной традиции день 14 августа знаменателен количеством уместившихся в него важных событий и праздников. Происхождение честных древ животворящего креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, память мучеников Маковейских и начало Успенского поста. С XII века на этот день приходится еще одно торжество – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Происхождение этого праздника относится к 1164 году, к победе святым князем Андреем Боголюбским волжских булгар с помощью Владимирской иконы и креста.
С этими праздниками в православном календаре совпадает и день памяти Маковеев, 7 ветхозаветных мучеников из Иудеи времен царя Антиоха Епифана, пытавшегося навязать иудеям поклонение языческим греческим богам. Непокорные Маковеи остались верны вере в единого Бога и за это были казнены в 166 году до Рождества Христова. В народном календаре этот спас называют медовым, потому что соты в ульях к этому времени наполнены до отказа, и пасечники приступают к сбору меда. В этот день в храмах освящается мед. В старину, по традиции, лишь после медового спаса разрешалось есть это лакомство. Само наименование, оно несколько некорректно, потому что слово «спас» происходит от слова «спаситель». Это краткая форма. И причем здесь спаситель и вроде бы принесенный мед, но в народном сознании они объединились, и мы понимаем это так, что все, что у нас есть, даровано от Бога. И поэтому в благодарность Богу мы переплетаем наши земные труды с молитвословиями, обращенными к Нему. По славянской традиции в этот день в храмах совершается малое освящение воды. Отсюда и пошло название «мокрый» или «спас на воде». Традиционно именно в это время на Руси освящали новые колодцы и чистили старые, а также совершали крестные ходы на естественные водоемы и родники для освящения воды. Но самое важное, 14 августа начинается Успенский пост. Этот пост не длинный, всего 2 недели, с 14 августа по 28 августа. Но этот пост отличается строгостью. По истории возникновения Успенский пост возникает позже прочих постов и возникает в связи с тем, чтобы возвысить память и честь Пресвятой Богородицы. Наподобие тому, как перед Пасхой идет многодневный, строгий Великий пост, также перед самым главным праздником, посвященный Божией Матери, установлен Успенский пост, по строгости почти не уступающий Великому посту. Правда, более короткий по временному периоду. В эти дни верующие также призваны молитвенно готовиться к тому празднику, которому посвящен этот пост. Богородице,